Информационная служба «Осетия ТВ». Главные темы выпуска. Владикавказский аэропорт после трехмесячной реконструкции принял первый пассажирский борт. Рейс Москва-Владикавказ доставил на северо-остинскую землю около 100 человек. В ближайшее время руководство аэропорта обещает увеличить пассажиропоток. Однако специалисты отмечают, что прием и отправка воздушных судов будет осуществляться только в светлое время суток и при благоприятных погодных условиях. Подробнее в материале Земфиры Лолаевой. Всю ночь в огне пожар на улице Астана-Кисаева удалось полностью потушить только сегодня днем. В ночь со 2 на 3 декабря на пульт дежурного поступил звонок. Звонивший сообщил, что горит один из торговых комплексов. Огонь быстро распространился по всему помещению. Общая площадь возгорания составила более 100 квадратных метров. Год культуры в России вышел на финишную прямую. Об этом на пресс-конференции объявила Фатима Хабалова. Министр не обошла стороной острый вопрос о строительстве Гергиевского центра во Владикавказе и рассказала о республиканском съезде работников культуры. Эти и другие темы далее подробно. Полет нормальный, посадка мягкая. Владикавказский аэропорт после трехмесячной реконструкции принял первый пассажирский борт. Рейс Москва-Владикавказ доставил на северо-остинскую землю около 100 человек. Замечательно, что наконец аэропорт наш открылся. Крайне удобно, замечательно, здорово. Я сегодня прилетела с Москвы. Мне очень понравилось, очень комфортно, удобно прям прилетать домой. Я слышала то, что сегодня только открыли аэропорт, и даже не знала. Я знала, что он на ремонте, но не знала, что именно сегодня открыли. Так как мне повезло оказалось. Ну, очень удобно, очень хорошо. Во время тестовой посадки опробовали все системы. Первый рейс показал, все работает и хорошо слажено. Как один из показателей – время выдачи багажа. Полеты, как и прежде, осуществляются авиакомпаниями С7 и ЮТР. В настоящее время ведутся переговоры с еще несколькими авиакомпаниями. Это позволит аэропорту увеличить пассажиропоток. Однако специалисты отмечают, что прием и отправка воздушных судов будет осуществляться только в светлое время суток и при благоприятных погодных условиях. В связи с завершением реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы у нас возобновились полеты. Но с учетом того, что реконструкция по светотехническому оборудованию еще не завершена и не сдана в эксплуатацию, полеты у нас будут в простых метеоусловиях, то есть днем. Завершиться мы планируем, что сдадут в эксплуатацию реконструкцию светотехнического оборудования в конце января. С этого момента мы начнем в полную мощь работать с учетом ночного времени, ну и круглосуточного. Открытие аэропорта – это и есть доступность, это вклад в будущее и повышение мобильности людей. Помимо традиционных рейсов в направлении Москвы и Санкт-Петербурга, руководство аэропорта намеревается установить авиарейсы в Баку и Ереван. Земфира Лолаева, Фатима Макиева, Самас Кочиев, Осетия ТВ. Год культуры в России вышел на финишную прямую. Об этом на пресс-конференции в рамках проекта «Открытое правительство» объявила министр культуры Северной Осетии Фатима Хабалова. Напомним, что недавно в Стамбуле прошли Дни осетинской культуры. В течение 4 дней ведущие танцевальные коллективы и звезды осетинской эстрады и оперы выступали на турецкой сцене. По словам министра, мероприятие получилось масштабным. Кроме осетин, проживающих в Турции, на концертах присутствовали члены диаспор со всего Северокавказского округа, а также этнические турки. По указу Таймураза Мамсурова, председателя осетинской общины в Турции Кая Абисалов был удостоен медали во славу Осетии. В следующем году в рамках фестиваля планируется провести фольклорные мероприятия. Вопросы, которые прозвучали от журналистов, касались строительства и реконструкции объектов культуры. В рамках этнографического проекта «Даргавская долина» будет построен экспозиционный объект сакля образца XVIII века. Не обошли стороной весьма проблемный вопрос о Гергиевском центре во Владикавказе. Фатима Хабалова отметила, что задержка строительства Северокавказского музыкального центра происходит из-за изменений в законодательстве, а также в связи с финансовыми возможностями федерального бюджета. В 2014 году финансирования не было по этому объекту. 2015 год, вы знаете, просматривается в целом достаточно напряженно и для Российской Федерации, и для нашей республики. Но мы имеем заверение Минкульта России, что при прохождении уже окончательном и нашей проектной документации и получении всех согласований, всех экспертиз, финансирования будет этого объекта. В ходе пресс-конференции министр культуры республики рассказала о том, что в декабре этого года состоится съезд работников культуры, на котором будут рассмотрены вопросы, предложения и пожелания по формированию плана работы на 2015 год. Фатима Макиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Всю ночь в огне.
Пожар на улице Астана Кисаева удалось полностью потушить только сегодня днем. В ночь со 2 на 3 декабря на пульт дежурного поступил звонок. Звонивший сообщил, что горит один из торговых комплексов. Огонь быстро распространился по всему помещению. Общая площадь возгорания составила более 100 квадратных метров. Для устранения пожара потребовалась помощь дополнительных расчетов. Главной проблемой при тушении огня стала большая загруженность складов. Работа пожарных была затруднена тем, что склады отделочных материалов были очень загружены. Пожарная загрузка была очень велика. Пожарные не могли дойти до места очага пожара. Но тем не менее горение было прекращено, открытое горение было прекращено в 00:30. Несмотря на устраненное еще ночью открытое пламя, тление товаров со склада продолжалось вплоть до середины дня. Только после этого пожарным удалось окончательно устранить последствия возгорания. В операции по тушению были задействованы 9 пожарных машин, 3 автолестницы и 48 человек личного состава. Изначально улицы были перекрыты, но уже в обед движение было восстановлено. Теперь специалистам предстоит определить причины возгорания и оценить ущерб. Ирина Хамицева, Тимур Мазаев, Евгений Маркин. Осетия ТВ. Пьян, иди домой пешком. Сотрудники госавтоинспекции Северной Осетии провели рейд по задержанию нетрезвых водителей. За 2 дня профилактических мероприятий было выявлено 19 водителей с признаками опьянения. Проверка состояния водителя занимает не больше 1 минуты. Автовладельцу в присутствии понятых нужно подуть специальный прибор. В результате массовой проверки 21 водитель отказались от прохождения медицинского освидетельствования, что автоматически влечет за собой лишение прав. 20 автомобилей были поставлены на штрафстоянку. Сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические рейды, направленные на выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. На маршруты патрулирования выделены дополнительные наряды ДПС. Также эти наряды усилены сотрудниками ОМОН. Профилактический рейд проводится не только в городе Владикавказе, но и на федеральных автодорогах. Сотрудники ГИБДД обещают проводить аналогичные мероприятия на постоянной основе. Фатима Дзылаева, Тимур Мазаев. История о нелегком пути юных влюбленных. История современных Ромео и Джульетты. Ложь и истина. Сюжет, построенный на контрасте. Во Владикавказ с гастролями приехал Лакский театр. Музыкальный спектакль «Колесо жизни» поставлен по произведениям Расула Гамзатова. В нем отражены извечные проблемы – тема правды, доверия, войны, добра и зла. Главные герои постановки, молодые влюбленные, сталкиваются с коварными испытаниями. Но ложное увлечение и подстрекательство не становятся преградой их любви. Думали, хорошо бы сделать спектакль по произведениям Расула Гамзатова, но чтобы он был доходчив молодежи, чтобы он спектакль, в котором поднимались бы те проблемы, которые поднимает поэт, философские, общественно значимые, болевые точки нашего общества и проблемы вечные. Спектакль ставят во 2-й раз. Его премьера состоялась в 2003 году и была приурочена к 80-летию Расула Гамзатова. В отличие от первого варианта, сегодня абсолютно все тексты, звучащие в «Колесе», принадлежат поэту. Режиссеры постановки Муса Аздоев и Изумруд Алиева ставили спектакль в первую очередь для молодого зрителя. Имитация колеса на заднем фоне напоминает о цикличности жизни. Главные герои влюбляются, ссорятся и снова мирятся. И, как следствие, истина побеждает ложь. Юноша встречает у себя на пути, на жизненном пути измену, пьянство, любовь, ложь. И в конце концов все дороги как бы приводят к тому, к истине, к правде, то, что к любви. Отраженные в спектакле философские размышления поэта Аксакала, прожившего непростую жизнь и познавшего как ее лицо, так и изнанку, держат в напряжении, заставляя задуматься. Ромео и Джульетта 21 века языком сценического искусства рассказывают зрителю историю о прекрасной любви. Мадина Сханова, Заур Цеов, Тома Валиева, Осетия ТВ. Thank you.